Сегодня у Витебской областной библиотецы протягиваются наши ставшие уже традиционные встречи под теплой назвой «Колосовцы». Колосовцы – это из тепла, колосовцы – это вельми гонорова, и все это наладживается у гонор того, что в этом году исполняется 100 год нашему Национальному академичному драматичному театру ім'я Якуба Колоса. И сегодняшняя встреча с героиней, любимой многими витяблянами, Светлана Миколаевна Жуковская, ведущий майстер сцены Национального академичного драматичного театра ім'я Якуба Колоса, уладальник приза Белорусского союза театральных деячаў «Криштальная зорка». Сегодняшней встречи литературный редактор театра Юрий Геннадьевич Ивановский. Пожалуйста, я передаю вам слово. Ласка. Ну, я пачну з самого початку, як это заўсёды бывае. Это дзяцінства, гэта сям'я, гэта радзіма, гэта той маленькі куток, где Светлана Миколаевна народилась, где первые кроки зрабіла нам сваім у ліку і творчыя кроки. У сям'і Светланы Жуковской усе займаліся тэатрам. Нягледзячы на то, что жили не ў вялікім гораде, а не ў сталіцы, а маленькім мястэчку Астрыно на Гродзеншчыне. Ласка, здымкі. Давайте поглядим видео. Да, спочатку поглядим видео. Давайте спочатку поглядим видео, потім я протягну.
вярнуся да сваіх слоў. Я кажу, казаў, у сям'і Святланы Жуковскай усе займаліся тэатрам. Бацька нават нейкі час кіраваў народным тэатрам Дома культуры. Мама там жа была суфлёрам. Танцавала, спявала і выходзіла на сцэну ў невялічкіх ролях. Спрабаваў сябе як самадзейны артыст і старэйшы брат Святланы. Зараз я запрашаю до микрофона Светлану Миколаевну. Во-первых, я хочу поздороваться с вами с усімі. Вялікі вам дзякуй за тое, што вы сёння прыйшлі сюды, у гэтую залу, з нагоды надыходзячага свята нашага славутага тэатра. Нам хутка 100 год. И ведаете, я вспомнила такую невеличкую притчу. Есть на земле маленькая пташечка. Это колибри. И вот она один раз у 100 год прилетает до самой великой горы. Клюнула и полетела назад. Про 100 год она прилетела, клюнула и отлетает. И вот коли она уже склявала гэтую гару, гэта і ёсць імгненне вечнасці. І я тады подумала, что такое 100 год нашему тэатру. Ну, для вечности, ну, амаль ничто, мало, магчыма для вечности, а для человечего жыцця гэта ўжо шмат. Вы ж паглядзіце, колькі пакаленняў наших артыстаў, прабачце за гэтае слово, паклалі сваё жыццё, каб наш тэатр і па сённяшні дзень жыў. І я хочу сказаць, тэатр жыў, тэатр жыве, і тэатр будзе жыць. А зараз я буду задаваць пытанні. Скажи, будь ласка, Святлана, калі, ну я то гэта крыху ведаю, але наши гледачы не ведаюць, мабыць, калі і пры якіх умовах адбыўся твой самы першы сцэнічны? Я расскажу зараз, вот пока фотка такая стоит, вот это моя мать. Она моя первая наставница, а это я, вот Светочка Жуковская, каля маці побач. Ну и не побоюсь сказать, вот это мое первое кахание. На жаль, пайшоў жыцця зусім, ну, на 50-м годзе нараджэння. Ён хацеў быць врачом, ён ім стаў. И написали, когда пошел життя, написали, пошел врач от Бога. Я хотела быть артисткой, и я ею стала. Первый раз я вышла на сцену у 6 год. Спектакль был «Голубка Ганка». И я повинна была приходить на могилку до своей матери. А со мной был дядок такой, артист, знаете, где он там працавал, я не ведаю, а увечері у театрі. И он хромал по житті. И я ночью его так спужалась и говорю своей маме, я не пойду на сцену. Все, мне плохо, я не пойду. И прыгнулась у кресла и лежу. Мама на меня глядит, плохо тебе стало, дрянно. Она быстро, худенько побежала у залу, взяла дівчинку, розтлумачила, що їй треба робити, як треба підійти до могилки, ну і сказати мамі до побачення. І все, і та дівчинка зіграла, і при мені мама віддає їй рубель. А тоді в Народному театрі артисти після спектакля отримували гроші. Ну, головная роль – больше грошей, центральная роль – поменьше грошей. А я отримувала рубель. А что такое рубель? Когда я себе эти самые, купляла себе туфельки за копеечку, это, хлеб стоил 16 копеек. Что такое рубель был, правда? И вот она при мне отдает этой девчинке, говорит, дякую тебе. Я гляжу на ее, говорю, дочушка, когда ты хочешь пойти у гэтую профессию, ніколи не треба нічого бояться. Будешь бояться, ничего у тебя не тримається. И я 6 год запомнила на все життя. Выходишь на сцену, все
отпадает. Все, проблемы домашние, хатние, другие, іншие. Ты выходишь на сцену, и ты ничего не боишься. Потому что сядзіць шчыры глядач, и ты повинна ему все рассказать. И так само шчыра. И я с того момента перестала бояться сцены, правда. Маленькая девчинка, это вот это, который, ну, подхрамывала, дочь, я забоялась его. Ну ничего, а потом все было нормально, все было вот так. Перший был мой выход у 6 год. И театр ідзе праз моё жыццё. А по-честно я вам скажу, что марила я крышечку об іншым. Я марила все жыццё спяваць. Ну вот, у меня такое пытанне. Наколькі я ведаю, у 16-гадовым узросце цябе нават запрашалі паступаць у Маскоўскую кансерваторыю. Ну так. Вось як гэта адбылося, і хто гэта быў чалавек, які вот такую прапанову? Мне было 16 год. Я с братом ездила по свадьбах. У меня брат, и он играл в вокально-инструментальном ансамбле, спевал, и запрошивал меня, коли-николи, спевать зимы этой свадьбы. Была польско-белорусская свадьба. И я там 3 дня спевала, я не ведала, что там есть наставница с консерватории. И потом подходит до меня женщина и говорит: Светлана, вот мой адрес, я чакаю тебе у консерватории до меня на 3-й курс. Девочке 16 год. Еще год был до заканчивания школы. Вот, я такая, так. И вот, я боялась, я знала той страх. Праз год я написала письмо этой женщине. И мне пришел праз месяц отказ. На письме написано было: адресат выбыл. И я зразумела, что яна поменяла адрес. Хотя я в Москве жила, здесь и поменяла. Как на сённяшний мой розум, я бы поехала в консерваторию, я бы знайшла эту женщину. Разумеете, ну мне 16 год, я далей Гродно, Щучин, Острино, нигде никуда не ездила. Так что я вот таки свой случай, как говорят, я пропустила, упустила. Не треба пропускать, коли ідзе удача, скажем так, табе у руки, не трэба гэта пропускать. Але гэта я уже зразумела пазней. Але я вам так скажу, я не шкадую, что я сегодня працую у нашым любимым Театры Коласа. І крыху адступіць, так сказать, уже так падрабязна ад біяграфіі, і ў сувязі з гэтым хочу нагадаць, што Светлана Миколаевна двойчы становился дипломантом республиканских конкурсов актерской песни у 1995-1997 годах, а у 2000 году уже атрымала гран-пры республиканского музычного телевизионного конкурсу «Спевают актеры драматичного театра и кино». Зараз давайте мы попросим Светлану Николаевну распевать. Братцы, дороженькі, я з задоволенням заспіваю. Нехай кожного чоловіка збиваються його мари. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Прямо навстречу мне, прямо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь.
надежда не покидает вас никогда. Держите. Где же вы, счастье острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова, в детстве оставлены давние друзья. Жизнь — это плавание в дальние края, песни прощальные, гавани дальние, в жизни у каждого сказка своя. Самое главное — сказку не спугнуть. Браво! Браво! Ну, если... Да. Подождите, Юрочка, сейчас. Если уж такую песню спела, значит, хочется какое-то, знаете как, стихотворение, наверное, напрашивается. Я скажу, ну что, о чем женщина может говорить? О любви, о кохании, и вот есть такое... Вершик такие, я его давно-давно не читала, а вот мне захотелось прочитать, що таке жінка і які відносини у її з мужчиною. Чекають тебе і сумно на душі, гукають тебе, простемру утеши, отказу нема, мой боль не потушить, отказу нема, ну что ж тут ворожить? Ті рипне де снег, ті ветер загуде, ті спинить свой бег тростинка на воде, напруживаю слых, тебе ж нема ніде, напруживаю слых, тебе ж нема ніде. Под зоркой одна, самотно я стою, и жить успомин мелодию мою, и тешуся я, что, може, хоть у сне, коханенький мой, почуешь ты меня. Ну, вот такое питання, правда, напевно, отказ буде, так сказати, не у двох словах. Як же ти потрапила в Колосовський театр? Які, так сказати, стяжинки вот до этого проявили? Як я потрапила в Колосовский театр? Я пойду вниз, потому что фотоздымочки не бачу. Я вам хочу сказать, вот это Раиса Грибович, ведущая майстра сцены, артистка Сябровка, пришла меня повенчала. Училище мастерства, город Гродно. И мы спеваем Зоей. Самые активные там за все. Активные, да, такие были, ой, такие шебуршунчики были. И спеваем якусь народную песню. Мы заводные были, придумывали некие сценарии, проекты. Ну, коротко, мы шевелили в училище мастерства. Без звезды. Правда. Вот такие были мы. Я с Городни, Рая с Пинщины, или можно так сказать, правда? Можно. Да, правильно сказала. Вот. И мы не отчули одну в училище, и тому як это не расставались. И вот слухайте, на пошнем курсе, значит, не на пошнем, мы уже заканчивали училище, глядел, я не памятаю полное прозвище, Орлов, наши спектакли, госпектакли наши, и 5 девчат, и он отбирал для себя у Минск, у Институт культуры. И мы зря туди, конечно, попали, мы ему сподобалися, але у меня уже направление было на Острино,
Ой, я подумаю зараз. ДК, Мне казалось, ДК, что я ну, все могу. Разумеете, мне написали, что я буду керовать народным театром. И я что-то думала, конечно, я же уже умная, я все могу. Это я сейчас думаю, боже, Света, что ты думала? Еще учиться. А мне здавалося, что я все могу. Понимаете? Вот. І у мене вже все, було куди. Раю мені сподобалося Гродненський театр, її забирали артисткой, то есть все было нормально. И тут до меня подходит наставница по сценічній мові Зоя Петровна Петкевич, буде фотоздимок її, я вам її покажу зараз. І говорить: Света, Вітебський театр шукає уже шмат год Насточку на роль Насточку у спектакле «Нестерка». Едь, пробуйся. А я говорю: Зоя Петровна, а покажите по карте, где это Витебск находится? И она мне говорит: вон там. Я говорю: о, я туды не поеду, север, я туда не поеду. Я говорю: Рая, поедь со мной. Ну ты поедешь, ну ты просто побудешь со мной. И вернешься ты в свой Гродненский театр. Ну, коли ласка, Рая. Рая, ну, добре, сяброка, як я тебе могу отказать? И вот она, значит, Зоя Петровна Петкевич, режиссер нашего курса по мастерству Владимир Степанович Трушко, и они нас подрихтовали из Раи, уречки зробили, спевать мы ведали, что туды. Все, мы приехали. Я не буду шмат говорить, это особная такая история, ой, просто обмежованы зараз часом. Короче кажучи, нас узяли, мы сподобалися. И вот проходит 2 годы, это потом институт. И вот, розумієте, я потім собі шмат разов задавала питання: ну чому менавіта Вітебск? Чому мене, дівку з Городні, так потягнуло льос у Вітебск? І потім я розмовляла з мамою, вона мені говорить: дочушка, а дядуля твой, який був регентом у Поставській церкві і псаломщиком, народився у Поставах, а я народилась у Радонах под Поставами. Говорит: тебе ничего не говорит, что тебе лез менавіто на Витебщину. Разумеете? И я думаю, неспроста. Я не застала своего дядулю. И он пішов з життя в 54-м того століття, а я в 62-м народилась. И я все думаю: дядулечка, может, ты меня сюда привел у этой местины? Поверьте, я как это, Эдит Пиаф, я не жалею ни о чем, я не шкодую ни о чем, правда. То, что я именно тут сегодня, вот зараз стою на этой сцене, как я кажу, и вы помощь со мной, нисколько не шкодую, правда. Это наш вельми талановитый режиссер, який навчив нас, наш курс, нас с Раисой. Вот Владимир Степанович Трушко, поглядите, как он усмехается, как он относится до нас, как до детей своих. Самое главное, я вот скажу, сегодня у нас есть режиссер присутствующий, и он любит артистов. Как режиссер любил артистов. Это основа. Разумеете, у меня вообще такое правило, что я влюбляюсь у режиссера, когда працую на отрезок, когда працую у спектаклей. Это мое правило. А режиссер повинен любить. Вот и он любил нас, як детей. И мы отдавали тем же. И ему, и на сцене. Правда, Раиса? Ну вот это вот такое. Вот, это я, вот Светлана, правда, за роялем, автор, значит, за роялем я сижу. И вот Елена Александровна Третьякова. И она была, ну, как можно сказать, куратором. Керівник, класний керівник. Да, классный керівник нашего курса. Разумеете, як у житті важно, коли праз усё твое життя ішли менавіта тыя люди, якія былі табе патрэбныя ў гэтыя хвіліны. Вельмі пашанцавала на моим житті, и так и у Раиски, нам на наставников. Это, разумеете, яны несли свет, яны несли это падтрымку. Як толькі хтосьці пачынаў на курсе хныкаць, ці што, убіралася ўсё хныканье. Усё, калі ласка, працуйте. У действия, робите, не хныкать, працуйте над собой. Мы же с Раей все время опаздывали на все занятки, особенно на сцену. Все время спозднились. Но театр Якуба Колоса нас привучил.
Я теперь прихожу на спектакль за 2 годины. Это кто мне научил? Корифеи колосовские. За 1,5 годинки, правда, Рая? Мы уже не позднимся. Життя нас и корифеи театра Якуба Колоса научили. Это счастье. Зірочка, Зоя Петровна наша, расскажи, Да, что да, да, она вот она вплыла меня на наше життя. Да, на наше життя Послала повлияла. нас сюди. Как не она, я бы в Витебску не была. А чему она повлияла? Я вам скажу, что запрос прислал Гераль Бориславович, Гераль Бориславович Светинский прислав запрос на Гродно. А яны з Зоей Петровной колісті у культуры працавали разом. И вот по знакомству яна пропоновала Света, сказала, едь, Света, и поехала. Поехала сюда, вот так. Я ей вельми удячна. И она научила меня думать, она научила читать мне верши. Вот, например, я худенько вам скажу, вот эти верши, простенькие. И она меня научила зразуметь его. Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько. Но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться. А коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка, ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, и тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов. Встань над ссорой, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть, злого в мире и так довольно. Вот это меня научила. Такое питання, ось, паколькі тут і на стагоддзе намічаецца, не вельмі гэта ўжо далёкая тэрмін. З кім акцёрам таго часу, таго старэйшага пакалення у цябе вот завязаліся найбольш цёплыя стасункі? Тут зараз мы убачым здымкі гэтага выдатных корифеев. Юрочка, я скажу, что мы счастливые люди, и Раиса, вот Наталья сидит, мы счастливые, мы застали наших корифеев, маститых, ведающих свою профессию досконало. Любимица, любая наша мамочка, наша театральная мама, народная артистка Беларуси Зинаида Игнатовна Конопелька. Она меня учила, шмат чому, але мне ж треба було співати у tej Нестерці Насточку, а Нестерка выстраивалася ще піні було по той манер. И яна меня этой манеры пения научила. Потом спектакль меня укинули за 3 дни. Верните бабулю. Она играла бабулю. И за 3 дни, я сидячи на ложку, мы здесь сидели, она за 3 дни меня ввела в великую роль. 67 сторонок. Мы здесь сидели. Як маті, розумієте? Потім ми до її приходили до хати. І вона відала наших дітей. І вона подарувала моєму сину, я був маленький, книжечку «Русалочка». Я ж кожен вечер читала своему сыну «Русалочку». Я читаю ему одну книжечку, другую. Он говорит, а Зинаида Игнатовна «Русалочку». И я читала эту «Русалочку» ему. То есть теплый человек, отзывчивый человек. И вы видите, что я счастлива, что я с ёй стояла, працавала на сцене, набиралась от яе шмат чаго, разумеете. Это особый, что это целая планида театральная. Федор Иванович Шмаков, конечно, его ведают не только в Беларуси, народный артист Советского Союза. И он уводил меня, робил увод у спектакля Нестерка, потом Верочка. И одной, я вам скажу такие выпады, которые я никому не рассказывала. Ведал только он, я и Господь Бог. Я шла по коридору, ну видите, не завсюду все сбывается, але мне было приемно. И он шел по коридору у театра и говорит,
Света, я хочу зараз поставить Островского «Гроза». Я хочу, как ты сыграла Катерину. И я настолько была ошеломлена, я молчки пошла по коридору. Вот. Этого не отбылося, потому что Федор Иванович не виноваты у гэтым был. Так обставины склаліся ў тэатры, что жыццё шло, не атрымалася. Але мне было приемно, что ён мяне адчуў, маладзенькую дзяўчынку, тады ўжо, что недзе там закидываются у яе драматычныя такие моменты. А я могла бы уже сыграть, ну сегодня так уже правда сыграла, а тады б уже могла, потому что у нас у кожного у жыцці ёсць розныя моменты. Ёсць і шчаслівыя моменты, і не вельмі шчаслівыя. Усё у капілачку. Што робіць артыст? Чым больш, на жаль, бывае і драматычных моментаў, чым больш усялякіх розных момантаў у жыцці, што робіць артыст? Волей-неволей мы гэта збіраем у сябе, і потым усё у спектаклях мы гэта расказваем. Мало мы можем режиссеру не говорить, але вот это, то, что мы накапливаем, мы все это говорим вам. И стараемся говорить щиро. Что я вам скажу? Одна з традиций Колосовского театра – уметь прабачаць. Я ни в одном театре, где я не была, с кем я не сустракалася, не усюды такое існуе. А у нашем театре могут посвариться, могут разбегчися ў розныя байкі, праходзіць час і прабачаюць. А карыфеі яшчэ нам тады, помнишь, Раечка, и допомагали во всем. Мы только пришли в театр, вот Маркина, Галина Петровна. Мы репетировали Заслонова. Спектакль «Яна от автора». Я девчонку играю. У меня хлопчик Тишка, или я не помню, Тишка, по-моему, был. И вот Тишка, значит, помирая на сцене, я расстреливаюсь, и я выхожу на авансцену и кажу: Тишка помер. И иди у меня монолог. Текут слезки, я говорю. Вот. А я за кулисами баловалась перед этим монологом. Ну, молодая же совсем. Ты что мне что там выбрыкивалась. До меня подходит Галина Петровна и говорит: Светочка, ніколи, перед тем, як будешь играть драматичный кусок, не позволяй себе вот так вытворывать за кулисами вот это вот. Настраивайся. Это не просто выйти и рассказать глядачу, и как слезки у тебя катились. И я это зразумела. И вот послухайте, премьера. А поставил этот спектакль знакомитый режиссер Борис Владимирович Эрин. И он вельми строгий был, вельми професійний чоловік. Він був один час у нас головним режисером, і у Києві працював, і в Москві, і так далі. І ми всі його побаивалися троху, але він вельми професійний був, ми його слухалися. І от прем'єра. Розстрілюють, а Тишку грав Освітінський Вадим. І зараз у нас артист працює. Вот, його розстрілюють, він з автоматом падає, а я, значить, смотрю, от упав, все, я вихожу і кажу: Тишка помер. И, значит, начинаю рассказывать монолог. У меня льются слезки. Я чую, что все так, глядач нормально. И гляжу, глядач начинает хохотать. Просто хохотать. А я думаю, говорю монолог, и думаю, что со мной не так? Ну я ж говорю широ, у меня ж летят слезы, я не подманываю, я ж правда говорю. И вот я пошла со сцены, а оказывается, Тишка забитый, осветляльник не выключил светло на Тишку, а Заслонов вышел, а Тишка про всю сцену невыключенным светлом пополз. Тишка помер. И вот мой монолог. Тишка помер, а Вадим еще так подыграл, как он пополз. Ну так случилось. Понимаете, разные моменты бывают на сцене, а лишь мы уже умеем выкручиваться. Все. Вот такие у меня был. А потом я подумала, дякую Богу. А то я уже думала, знаете, проф непригодный. Все такое. Так, Владимир Алексеевич Куляшов. Да. Юра еще расскажет, где мы працавали з ним, но я хочу сказать, что он сказал цудоўную мне фразу: «Коли не ведаешь, что робить на сцене,
Ну так бывает, ті згубилася, коли молоденькая ще була, ті згубилася, ті, може режисер не договорив, може ти його не поняла, кстати, не зрозуміла. Завсёды спасайся у партнера. И я теперь это роблю. Теперь и я спасаюся, бывает, и у меня спасаются. Але самое важное, коли партнер, я про это еще скажу, сегодня один партнер мой тут тоже присутничает, я скажу, что великое счастье, коли партнер высокого полета. Это великое счастье. Вот, тишечки. Господи, я говорю, со всеми я с ними працевала у спектаклях, «Який пассаж» працевали. У нас был такой спектакль «Кошкин дом». И я была кошкой. Я говорю, Юрий Игоревич, как сыграть эту кошку? А поставил эту кошку Юрий Игоревич Лизянкевич, такой режиссер был у нас. Это был мюзикл. Я говорю, что, як мне эту кошку? Дайте мне одно слово. А у меня такая вот, ну, натура такая. Мне не треба шмат слов. Мне треба какое-нибудь одно действенное слово, и я тогда знаю, как сыграть роль. Я подхожу, Юрий Ильич, ну дайте мне это слово. Пробачьте, говорю щиро. Я говорю, Света, он по-русски говорил, Света, сыграй так кошку, чтобы тебя даже захотели дети. Я так на него, как вы, сам что? Давай, и пошла. И я пошла на сцену. Я не помню себя, но я была уже, знаете, как другая. Не Света Жуковская, а та кошка, ну, которую сказали, сыграй. И вот я иду по актерскому фойе после премьеры, а Тишечкин сидит. Света, можно от тебя на минуточку? Я говорю, да, пожалуйста. Вот как ты думаешь, какой самый большой комплимент артисту? Я говорю, ну, когда он выполняет задачи, когда он слышит режиссера, когда он отдается, не то, и он все мне не то, когда его не узнают на сцене. Пока я не прошла по фойе, он не узнал, что это была я. Представляете, какую задачу мне дал этот Лизянкевич? Так вот, он мне подаровал, чему я люблю вельми поэзию, и дякуючи ему. Потому что мне подаровал и Рубцова, и он мне подаровал и Есенина, и мы с ним часто, як это говорите, батлы такие, и он мне вершик, я ему вершик. Так что я ему вельми удячна за то, что он меня научил любить поэзию. Я не могу не остановиться, потому что наши корифеи. Георгий Савельевич Дубов. Ну, опять знову такий випадок у театрі був. Ми грали «Який пассаж», він мой батько, а я на виданні. И мой жених Слава Грушов, который сидит туда. И вот окошняя сцена. Должен прийти Фиш, который вельми хочет на мне жениться, а я его не люблю. А Фиша играл Владислав Иванович Савко. И вот окошняя сцена, я такая недовольная, и этот Фиш должен прийти. А я играю, Фиш придет, я недовольна, а Фиша нет. И Дубов на сцене. И мы друг на друга. А Фиша нет. И мы с ним вот так бегали 1,5 минуты. И вдруг я со всего, я не ведаю, откуда это у меня взялось, и я крикнула, и Славу не памятаю, их звали героя, и позвала своего любимого. На весь зал орала. И Слава выскочил тогда. Рассказывает, Владислав Иванович Савко отыграл несколько своих сцен, переоделся у гримерки и пошел на хаты. Просто пошел отсюда домой. Все. Бывает такое, что приходится выкручиваться. Так вот, Георгий Савельевич у разных моментах, в каких спектаклях мы с ним играли, и он научил меня выкручиваться с любой ситуации на сцене. Так, Людмила Написарова. Заслуженная артистка Республики Беларусь. Георгий Савельевич, народный артист. И она заслуженная артистка. Это так само душа нашего театра. И она спевала, и она вельми чула относилася до молоді. Ні одного корифея я не пам'ятаю, хто би древно относився до молоді. Тому і тепер я, і Раїса Степановна, ми не маємо ніякого права относиться до нашої сьогоднішньої молоді так, як відносилися колись до нас молоденьких. Вона вельми чула і добра, і талановита артистка. Так само зосталася в пам'яті. І Колосовського театру, звісно, і у моїх. От Владислав Іванович Савко.
Ён мім, пантамімай займаўся. В Ізраілі некаторы час займаліся з ім пантамімай таксама. І таксама быў чалавек, які быў полностью отданы колосовской сцене. Ну, не будем шмат затрымліваць. Трушко Владимир, правильно кажу? Леонид Игнатович, пробачьте, Леонид Игнатович. Вот. Знаете, что когда он играл в Клеменсе, Батрака, по-моему, я... Не, Кузнеца, Коваля играл. И когда он сыходил з вёскі, вот ён и Валентина Петрашкова, когда они говорили словы, когда они пробачьте, люди, не крыўдуйте на нас, может, что и зрабілі дрэннае в жыцці. И вот такой монолог у него был. Вы разумеете, человек без высшего образования, скажем, но працаваў, як, ну, бывают такие самородки. И, конечно, я вучылася у этих людей існаваць на сцене. И дякую вялікі. Правда. Ну, кто еще у нас остался? Это апошний, да? Да. Апошний. Дякую вялікі, что вы так все выслухоўваеце, потому что это для мяне у памяти засталося, якая я сегодня, это и дякуючи корифеям. Это не все корифеи. Я серпарувала з Корольковой Галиной. Ну, то есть усіх перелічваць зараз, пробачьте, і часу нема, але усе, кожны з іх по-рознаму дал для мяне вопыт театра. Правда? Светлана Николаевна, хочу поблагодарить вас за тот счастливый случай для города Витебска, что вы все-таки сюда доехали. Доехала. Состоялись как звезда на прекрасном небосклоне таких же замечательных людей, которые создают атмосферу в нашем городе, благодаря которым наш город считают, ну, город, культурная столица, может быть, громкое слово, да, но да. Тем не менее... Я всюду говорю, что Витебск это самая лучшая культурная столица. Да, так оно и есть. Этому статусу. Спасибо. Поэтому от отдела культуры Витебского городского исполнительного комитета самые искренние поздравления с прекрасной датой, столетней датой театра, что вы сегодня украшаете Колосовскую сцену, за ваш огромный вклад в культурную жизнь города, за то, что вы свои прекрасные моноспектакли, спектакли о Великой Отечественной войне, ваши прекрасные выступления на наших государственных праздниках, мероприятиях, как вы изображаете героиню, мать, и даете нам надежду на то, что солдат обязательно вернется с той войны. Вот. И рисуете образы наших замечательных женщин, наших замечательных, розных, и веселых, и жартовных, и мудрых, и тех милых и дорогих матерей, подруг, которых каждый из нас видит в обыденной жизни. Ну а здесь мы восхищаемся вами на сцене прославленного театра Якуба Колоса. Долгих лет жизни, творческого вдохновения, много-много ролей. И пусть зал зрительский всегда будет полон искренних, добрых людей, которые могут ценить ваше мастерство, ваше творчество. Ну и пусть ваш прекрасный семейный дуэт вдохновляет всех нас на то, что любовь есть, она была, говорит, есть, и, как вы сказали, будет любовь друг к другу, любовь к профессии, любовь к родной земле. С праздником и спасибо за этот прекрасный вечер. Спасибо, Наташа. Дякую. Да, я правильно хочу сказать, что нам, знаете, бывают моменты, когда мы все это неправильно думаем, что не та краина, не та семья, не той муж, не та еда. Неправда. Все, что мы сюда закладываем в свою головушку, то мы потом и отрымливаем назад, разумеете? Ничего, поверьте мне, все залежит от нас самих. Я
Вот мы отыграли спектакль с Георгием, со Славой Грушевой, пробачь, Славочка, недавно «Рок-н-ролл». И присутничали люди такие пригожие сталого узросту. И я, як-то посмела сказать им 2 слова с Библии. Я хочу повториться. Приумножается и забирается. Приумножается 2 слова. Коли мы дорог один одному тепло. Коли мы кому-то усмехнулись, кому-то сегодня приготовили той же обед, а не рихтовались. Дети сказали: Боже, як же добренько жить на этой земле. То есть все у позитив, все у счастья, любовь. Бог есть любовь, правда? Одно слово. Приумножается и забирается, когда мы хнычем, нам еще дренно, еще нам не подобается, опять же, не тая краина, и почалось, и поехало. И мы сами от себя забираем, начинаем болеть, и т.д. и т.п. Я хочу каждому из вас пожадать: приумножайте в каждом из нас вот столько добра, тепла, любви в каждом. У каждого свое предназначение, и оно светлое. Давайте всегда об этом помнить. Такое питання, покольки ми от закранули ще тільки перший етап. Ну, ми зараз не будемо так. Світлана Ніколаївна, на Костовській сцені. Ці помниш ти, який був свій самий перший вихід на сцену, в якої це було роль? Я зараз хотенько откажу. Это была «Дорога с Черного царства». Я играла Василису, а Тишечка Николай Петрович играл Кощея. И когда он пронался, я его тоже боялась. И он у нас был худенький, а еще когда одевал костюм Кощея, а еще под световыми лампами, да такие страшненькие. Я на него боялась. Вот это была первая роль. Боже, я так широ играла. Я, знаете, первый раз на Колосовской сцене. Мы с Раей ходили и чуть ли не целовали эту сцену. Вы разумеете? Дявчинки, звездок, Амаль, и на Колосовской сцене. Ну, я думаю, что сегодняшняя Света и сегодняшняя Рая, я думаю, что мы с такой любовью и теплынёю несем звание все-таки колосовских артисток. Так, прошли стенки, да? И вот скажи, вот у вас такие семейный союз с Георгием Николаевичем Лойком, заслуженным артистом Республики Беларусь. А вас скажіть, будь ласка, як, при яких мовах вот, ви познайомилися і чим вот він тобі сподобався? Ого, Танечка. Я так коротенько скажу. Как есть песня «Музыка нас связала», так вот творчесть нас связала. Ну, поверьте, прийшов, побачив і забрав мене. Він з армії вернувся, і все, ми один на одного поглядели, кохання з нянацькою шурснуло, і все. І по сьогоднішній день ми разом і працюємо. Ну, що тут і говорити? Ну, буває так, буває, що і у хаті разом, і на праці разом. Але саме головне, щоб хотілося з любов'ю йти на працю, а з праці йти до хати. Розумієте? У нас поки ще це тримається на цьому союзі. А ще глядимо одну сторону. У нас шмат є таких моментів, ми супадаємо з некоторими моментами. На сцені працюємо, відчуваємо один одного. Ну, дякую Богу. Я вже говорю: Жора, це що ж таке? Скільки ж ми вже з тобою разом? Ну, дякую Богу, разом. Наскільки ми всі ведаем, що многі спектаклі ви працювали, працюєте разом. Так, це «Блудний муж» і його жонка Варвара. Вспомним спектакль. Это психоаналитика, психоаналитика. Лифт. Я вольный, конечно. Это спектакль, який сьогодні у репертуарі. Зовсім недавно одна з запрошених прем'єр «Нечакана родня». Так само з Георгієм Миколаївичем Лойком. А вот як вот, ваші особисті відносини, ті не допомагають творчо? Я вам скажу, что коли Александр Дольников взял у репертуар спектакль «Я вольный», и он чакал нас 1,5 года с Георгием.
менавіта нас двоих, ему прапановалі других цудоўных артыстаў. Ось, он сказал, я буду чекать Светлану и Георгия. Ему потребны были муж и жонка, как отчували один одного. Разумеете? Конечно, да помогая. Вот поверьте мне, я стою на кухне, а Георгий стоит там, ну, мне что робить, я уже ведаю, что он там думает нават. Разумеете? Мы уже настолько один одного ведаем, что, знаете, до неприличия называется. Вот. Тому, да помогая, я вам честно скажу, мне подобается у Георгия то, что он говорить тое, што думае. Ён такі праўдіст у мяне, разумееце? Ён ніколі не будзе гаварыць аднаму тое, другому трэцяе, а чацвёртаму чацвёртае. І за вочы не будзе гаварыць. Вот ён і мне гаворыць заўсёды так, як яно ёсць. Калі ў мяне добра, ён гаворыць добра. Калі які-то момант не атрымліваецца, ён тут жа мне это гаворыць. І за гэта яму вялікі дзякуй, таму што ў мастацтве трэба гаварыць праўду адзін аднаму. Тады будзе і рост, тады будзе і ўсё, а не толькі, ну, это лесныя словы там, ці ганьбіць. Я тут плохо, зачем? Нет, говорить правду. Вот. И я рада, что Георгий такі, что он заўсёды гаворыць мне правду. И адчуваем один одного, ну, дякую Богу. Я говорю, все, до хаты идем, про профессию ни слова. Да, про профессию ни слова. И что вы думаете, приходим до хаты опять? Все то же самое, опять про работу, и снова про работу, как нас послухать, а коли-николи репетируем, я говорю, коли-нибудь соседи уже, ну, уже не один раз милицию хочут вызвать на нас, потому что, знаете, что, а если песни я репетирую, там, или эти мычания, мы же, мова, голосы, коли посадим, коли не посадим, треба громко разрабатывать голосы, так что вот так вот. Ну, покуль соседи нас терпят. А то, что мы любим, знаете, любовь, это вот як маленькие дитя, за им треба, ну, заўсёды, ну, догляд, разумеете, это труд. Семья – это труд. Коли не будем обои працаваць, ничего не будет, не будет семьи. Гордыню убрать треба з семьи. Разумеете, и вот такие моменты, які не потрібні. И все будет добре. Десьте промолчать. Ой, тяжко молчать, когда мужчина там нечто бу-бу-бу-бу. Тяжко молчать. Ну, пытаемся. Терпение, терпение. Ничего, еще улыбаемся один одному и тоже добро усмехаемся. Есть магчимость поведь вида кавалочек. Это песня «Трывальцы», я думаю, песня на один из вечеров театральных Георгий Мелчевойко и Слава Калужа. На юбилее моим, когда, по-моему, 55, когда мне год было. Помню первый студенческий бал, светлом празднике актовый зал. Помню голос такой молодой. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках, как для кого? В театр, иногда с подругой. Нет, нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студента, а вы угадайте, не секрет, но не люблю комплиментов. Не говорите такие слова, я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова, да, голова кружится. Вчера мы позвали друзей на серебряный наш юбилей. Тот же голос сказал мне: друг мой, Верн Маркс, ты танцуешь со мной.
насколько я ведаю, твой муж и пораил тебе поступать в Державный институт театрального мастацтва в Москве, в ГИТИС. Вось туды ж, дарэчы, поступила с тобой и твоя сяброўка, Степан Грымбович. Да. Вось как раз несколько слов про своих наставников. Да, я худенько постараюсь, потому что понимаю, что сейчас бежит. Вот, смотрите, глядите. Мы были в Могилеве на гастролях. Вот, Александр Васильевич Бурдонский, наш выкладчик майстэрства, и он займался нават больше, чем Елена Ивановна Быстрыцкая. Зараз все расскажу. Это Раечка, он Александр Васильевич, Оля Миримская, на жаль, недавно пошла з життя, народная артистка России, працавала у театра Табакова, ну и Светлана Жуковская. Мы были в Могилеве на гастролях, я постараюсь худенько. И зраи были вольные, там 2-3 дни. И Жора говорит: девчата, а что вы сидите? Ну давайте поступайте. А мы говорим: куда в Минск? Ну что нет, берите вы уже Москву. Ну так, берите уже Москву. А мы зраем: а чему бы нет? Мы взяли гитару, сели в поезд и поехали. Мы не ведали, кто набирает. Приехали, а там людей, мама мия. Что муравьев это? Человек на месте. И я думаю: боже, куда мы приехали, что набить, а божечки, короче, быстро, худенько. Короче, кажучи, мы поступили на курс, коли побачили, что Быстрыцкая нас набирает. Мара моя с 13 год. Я сбирала фоточки, и там была Быстрыцкая. Я глядела эту Аксинью, да, глядела, Тихий Дон. И я глядела на эту фоточку и думаю: божечки мой, боже, коли-нибудь бы хоть глазком побачить ее живьем. У 13 год сказала, а праз некалькі год я убачила, коли открылась аудитория, и мне читать, я убачила, что курс набирает яна. Разумеете? И вот мы с Раей отрымали, это худенько, отдельная история, как мы поступали. Мы отрымали 5, на собеседовании мы отрымали 5. Я рассказывала, я просто дударую потом Алексею Ануфриевичу рассказывала: Алексей Ануфриевич, я сидела на собеседовании и думаю: боже, что же за питание мне такое дадут? А у меня очки у списочек так, Быстрыцкой не было, был Бурдонский и Поляков. Лежит у их списочек. А я так покулена думаю, питання мне, я так очками раз у список. И почему стих Жуковская плюс? Я думаю: Жуковская плюс. Все. Быстрыцкая, значит, плюс мне поставила. Значит, я как уже, да? И все. И она говорит: ну расскажи про своего любимого драматурга. И я так: ах, а у нас Дударев, столько спектаклей, а я с Дударевым знакома. И я махала вот так, про Дударева. А Бурдонский потом говорит: Светлана, достатково, идите вы так прихоже махаете про своего драматурга, идите. И я зрозумела, что я поступила. Я вот про что, наша мамочка. Коли моя мать отрымала телеграмму, она была на огороде и шла праз почту: ну, Анна Осиповна, вам телеграмма Света с Москвы прислала. И вот моя мать бере, тут матычка, значит, бере в руки эту телеграмму: мама, я поступила, ГИТИС, сдала на 2 5 курс народной артистки Советского Союза Елены Аврамовны Быстрицкой. И вот тут моя мама рассказывает: дочушка, я зразумела, як лётають птушки. Я не отчувала земли. Я домой летела. Я думаю: вот птушки як лётають. Вы разумеете, что такое мать? Як она за свое дитя. Як никто, правда? Вот. И мы, дякую Богу, 5 год учились у наших классных майстров сцены. Наш керівник нашего курса, народная артистка Елена Аврамовна Быстрыцкая. Александр Васильевич Бурдонский, режиссер российской армии. На жаль, они уже пошли на небесы. Вот, внук Сталина. Борис Владимирович Раечка допомагает Клюеву. Касаткина до нас приходила. Вы разумеете, такие люди с нами побач были, упитывали у себя, як губки, гэтые 5 год. И не сдарма, все не сдарма. Она сказала: девочки, запоминайте, научить нельзя, научиться можно. Только талант плюс труд. Вот так. Это он на окно покойник. Наш режиссер, который Юрий Алексеевич Пахомов, який поставил у нас 12 спектаклей. Вот. Колись я приехала, я вам честно, быстро говорю, приехала после института, 88 год, у меня начиналась такая
творческая депрессия. Это бывает. Когда после Москвы усяго убачено, спектаклі перегледжено, и мне показалось, что мне чагосьці не хапае, мне трэба развиваться. И тады кіраваў Маслюк Валерий Васильевич театром. Я подошла до его, говорю, я хочу, чтобы приехал, может, есть такая махчимость, как приехал мой однокурсник и поставил у нас спектакль «Утаймование норовистой». И он говорит, давай кассеты. Я прислала кассету, он поглядел, сказал добро. И вот первый спектакль, який поставил Юрий Алексеевич Пахомов, «Утаймование норовистой» был. Это кадры «Чума на две вашей семьи» Пахомова. Тут мои партнеры Юра Цвирка, Геннадий Шкуратов и Петр Ламов. Это цудовный квартет такой, я вам скажу, помните, я сказала, все цудовно, когда партнеры цудовные. На сцене тогда идет творчесть. Вот Геннадий Шкуратов. Про его особисто хочу сказать, что пощастило мне на партнеров. Я вам скажу, из всех моих партнеров, я не боюсь это говорить щиро, у меня 3 партнеры, якія я лічу, что треба і да іх расці, і з імі расці, і вельмі з німі цудоўна працаваць. Гэта Геннадий Шкуратов, гэта мой муж Георгий Лойко і Вячеслав Уршов, які теж тут присутнічає. Вот 3 партнеры, я лічу нашага тэатра, мужчины, з якімі працаваць вельмі лёгка, вельмі лёгка. Вот. Это «Чума на наши 2 семьи». Нет, да, так, это «Странная миссис Севич», так само это режиссер. Я 20, роль такая складанная. Я 20 год молчала, потому что муж меня покрывдил. И я себе сказала в житті, буду молчать. И вот эта женщина 20 год молчала. И у «Сумасшедшем доме» з'является «Странная миссис Севич», и дякуючи которой я заговорила. Але вельмі драматичная роль Юрий Алексеевич, и он такой юморный хлопец. Когда была премьера, и он мне конвертик, поздравлял меня, конвертик положил 2 наших десяточки, ну 10 копеек, 10-10. Я не могла разгадать, что это такое, что за поздравление, что за віншаванне. Оказывается, и он потом, что ты ведь не разумеешь, ты, говорит, зробила роль на 2 десятки. Вот так он мне сказал. Ну, и вот я лечу, что один из самых лепших з 12 спектаклів, вельмі цудовных, я лечу, на мой погляд, самый лепший спектакль – это «Поминальная молитва» Григория Горина в постановке Юрия Алексеевича Пахомова. Тут ансамбль звездный, просто я бы сказала, зорковый ансамбль. И разумеется, что есть спектакли, які остаются на все життя. Я вельмі рада, что этот режиссер нас на хороший уровень поднял Колосовский театр. Шмат хороших цікавих режисерів по моєму житті і було, і ёсць, і зараз яны ёсць. Я вельмі рада. Это «Банкрот» Островского, я играла сваху. Это наша артистка Ульяна Тясова побач. Мне что-то это все выясняем. Он недолго пройшов этот спектакль. Ну, такие стабильно добрый. Я не сказала. Стабильно добрый. Да, можно видео поглядеть. Я не веду, там есть видео «Утаймование норовистой», кавалочек только. Был это 97-й год, вельми прямо записано, и хук маленький. Вот так, хотя поглядите, как мы тут Рухаемся. да, рухаемся. Я Катарина, а Йон Петрович. Крышечку. Да, шкода, що таке записується. Чуть дивишся. Ну и как так далее, Катенька, не будем уже за это самое. Я вельми любила эту роль, потому что тут сполучение и песни, и танцы было, и драматичные игры, гульни. И «Чума на 2 ваши семьи» тоже коротенько, потому что это протяг «Утаймование норовистой». Что такое «Чума на 2 ваши семьи»?
хочу сказать, что вся хореография и утамование, и чулы на ваши две семьи робила наша знакомитая Диана Юрченко. И она так само и сердце, и душу свою шмат отдавала и отдає нашему Голосовскому театру. Да. И вообще спектакль глядеть лепей живьем. Приходите до нас в театр и вот живьем треба. Это мастацтво такое, что треба глядеть лепей, чем записи. Ну, каждый я думаю, достатково. Вот так. Дякую. Чудово, що бачить молодую. Я хочу сказать, что я вельми вдячна, что моя життя меня связала с Геннадием Шкуратовым, потому что, вы разумеете, он был, вам сказать, ну, не из простых таких людей, простачок. Не, он и гуморил, он и мог и подколоть, але мне подавался тем, что он говорил тоже, завсёды то, что он думает. Мне такие люди ближей, чем одно лучше заводче другое. Так что я вдячна Лёсу, я говорю, мне вельми шансує на добрых людей в житті. И талановитых. Маечка. Я ще один режисер, з яким працювала і по сьогоднішній день вельми тепло пригадує про свою роботу з тобою. Це Олександр Дольников. Він живе в Москві, покольки ми з ним підтримуємо такі добрі стосунки. Вот, и он таким чином поделился со мной своими успоминами про вашу совместную работу. Вот я зачитаю. Что такое актриса Светлана Жуковская для меня? Это талант, то есть особая врожденная одаренность, способность вызывать сопереживание у зрителя, а вместе с замечательными вокальными данными делает эту актрису неповторимой. Я в этом убедился, когда много лет назад ставил спектакль «14 красных избушек» по Андрею Платонову, в котором она, будучи начинающей молодой актрисой, сыграла главную роль. Андрей Платонов раскрывал перед нами какие-то неведомые ранее пласты человеческой жизни. Молодая девушка Сунита искренне мечтала о всеобщем преобразовании жизненного пространства. Несмотря на голод и нищету, она веровала в всемирное счастье. Сложная по глубине роль, трагическая. Светлана впервые столкнулась с подобным материалом, но справилась. А второй наш совместный спектакль «Я вольный» по Амелии Натомб уже раскрыл Светлану Жуковскую как зрелую творческую личность, способную сыграть все от фарса до трагедии. Очень необычный во всех отношениях роман Натомб потряс меня своей парадоксальностью. В нем любовь превращает человека в преступника, нарушаются базовые основы человеческой психики, происходит раздвоение личности. Сыграть все это можно было, разрывая привычные театральные жанры. Поэтому в спектакле мелодрама переходит в фарс, а фарс – философскую трагедию. Но в результате мы с актерами хотели сказать, что есть на свете любовь, которая спасет мир. Но единственное, что этот спектакль, в котором партнером ее является заслуженный артист Беларуси Георгий Лойко, успешно идет на сцене Голосовского театра уже 13 лет подряд. Сегодня Светлана Жуковская блестяще играет еще в одном моем спектакле «Осенний рок-н-ролл» по мотиву пьесы Михаила Хефица. Ее партнером на этот раз выступает заслуженный артист Беларуси Вячеслав Крушов. А рок-н-ролл я полюбил в юности, но по сей день слушаю Битлз, Чака Берри, Элвиса Пресли, и вот мне захотелось поставить ироничную хулиганскую комедию о немолодых мужчине и женщине, которые танцуют рок-н-ролл, спорят, ругаются, мирятся. Они нашли друг друга благодаря танцу и поняли, что жить друг без друга не могут. Я безмерно рад, что искусство этих замечательных артистов сегодня востребовано и в театре, и у зрителя успеха. С уважением и любовью, Александр. Спасибо. Довгий час плённо працаваў з коласаўцамі заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Віталь Баркоўскі. Найбольш яркія ролі з яго пастановак это сыграла ў спектакль «Тому, что люблю», «Тузы» и «Блудный муж его жонка Варвара». Давайте вспомним этот спектакль. Вида спектакля «Тому, что люблю». У 11 годин вечера Белградного Гляная
Я хочу быть счастливой. И от выпадку до выпадку. А не стыдно. Я разумею, что это немагчыма. И тому роблю только то, что мне подобается. Мама, уяви себе, який би був кошмар, коли бы я знов пришла шарами. Он же мама дико занудный, и головать полковничка. Опять снеданок вечера, опять снеданок вечера, это каждый день, мама. Эх, это еще не самое страшное. Самое страшное то, что он будет тупать у меня красавцем, утёршим все, как медведь. Мне уже 46-й помер, мама. Зайди. Это такое жить сенсом. За роль Варвары было узнагароджено диплом за лепшее выконание жаночай ролі на Республиканском фестивале «Молодеченская соковица». Я другое хочу сказать. Это добрый диплом, и все добро. Але коли Георгий Арчук, автор пьесы, поглядел этот спектакль, а мне не соромно говорить, я ганарусь этим. И он сказал: Светлана, и он книжку мне подаровал и написал в книжце: Светлана, вы сыграли Варвару лепей, чем я написал. Мне это было приятно. Ковалочек поделиться. Ковалочек, да, коли не загружать людей сильно. Гребли, а потом весла наши с тобой сломались, и вы перестали грызти, а почали грызть руками. А потом руки наши с тобой змерзли, и мы перестали грызть руками, а потом лодка на такой берег и проплывает. Хотим до хаты, Миколочка. Где я? Погляди, Миколочка, у гэтай макетцы солнце усходит, а у гэтым яно садится. Будь там! Мерседес стоит, коровка наша. А вы тобой, Вася, рушечка наша. Вот погляди, павучок маленький на нас с тобой глядит. Значит, кохання наше с тобой еще не зашло. Миколочка, а чему ты меня хотел кинуть? Меня тут хотели стирить. А памятаешь, одной челюшка прибегла, хвалиться стала. Ёй, полюбовник купил подарунок за $500. А я тоді і за $5 тебе нічого купити не змог. У мене комплекс неповноценності розвився. Я злий став на усіх. Став усіх ненавидіти. Ненавидіти став. Став всіх. Миколочка, ты возьми $1000, $2000, 3000. Попроси, как зараз снег пошел, и он не пойдет. Ты говоришь, у меня гастр принес. Белый. Просто так.
Ларочка. Ларочка, думаешь? Ларочка. Я говорю, уже столько говорится, там еще столько я поглядела в сценарий, как не позасыпали. Давайте вот как не засыпали, зараз похлопайте со мной, я такую песню страдальческую, я что женщина страдаю, все страдаю. Давайте вот просто поехали, я буду петь, а вы мне хлопайте, добро, пляскайте. Звуки пришутятся тихие родные, слухаю их у журбе. Плачутся, просятся словы пешотные, но не сказала тебе. А помнишь, як ночь ворожила над краем, горы глядели на нас. Ты мне признался, что щиро кохаешь, а я промолчала в отказ. Сумно стою и одна вспоминаю, сейчас мне звонок насыщу. Познала, что поздно какаю, а ты за другою пошел. И сердце свое ланцюгами закутаю, узел на память свяжу. Словы любови тобой не почутые, иншему я не скажу. Вот так вот. Я хочу, буквально коротенькие песенки. Такие подобрала пару коротеньких. Про лёс женщины можно рассказать разными красками. Можно песней, можно спектаклем, можно вершем, можно молчанием навод. Есть такая песенка, ага, Катенька, да поможи, коляска. Это из института, у нас был такой Городецкий, цудовный артист, я с Украины был, вот, со своей жонкой. И они писали шмат песен, вершов, и подаровали мне эту песенку, и она мне сподобалась. А когда я спевала ее Давиду Симоновичу, где мы зимние сустракались, он мне всегда говорил: Света, женщина в рубахе бясь. Сейчас я спою. Гитару чувать, да? Може ближе трошки. Так, зробіть, щоб я чувати було. Уже як буде. Женщина в рубахе бязь вздрагивает от того, что давно открылась дверь, а за дверью никого. Выскочила, листьев нет, крикнула вдогонку: милый, как осыпался орех. Плакала или молилась женщина в рубахе вязь, вздрагивает от того, что давно открылась дверь, а за дверью никого. Вот такая песенка. И памяти, не памяти. Я очень люблю Вертинского. Я сегодня смеюсь над собой, мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки, наивной, смешной. Я устала от белил и румян и от вечно трагической маски. Мне так хочется чуточку ласки, чтобы забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки про сон золотой.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего уже не надо нам, ничего уже не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в тихий край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего уже не надо нам, ничего уже не жаль. Ну вот. Ладно, пока Юра спит. Оставь земное, выйди к небесам, расстанься на немного с суетою. Творение апостольствует нам, а мы закрыли души на святое. О таинство великой тишины, о красота, невзысканная нами, премудрости и святости полны, и воды, и земля под небесами. Не ведает страданий красота, тоска, печаль, когда ее заглушим. Душа без красоты, что сирота, не сиротите, обожите души. Для любого актера, любой актрисы сур'ёзным випробуванням на творчу здаласць з'яўляецца работа над класічнымі вобразамі. Яны былі даволі паспяховымі ў біяграфіі Святланы Жуковскай. Ганна ў Васі Горкага, Луіза, «Коварство и любовь» Шиллера, Аделя з «Залёта» Бунина Марцинкевича, Рогана з «Короля Лира», Сильвия з «Бабских плеток» Гальдони. Ось, давайте поглядим маленький урывок со спектакля «Васа», где Светлана Жуковская выступает в дуэте с народной артисткой Беларуси Светланой Окружной. Прохор Борисович пропонував скрасти Колю. Сам пропонував? Так. Спочатку сказав заправди, навошта тобі син. Так. А потім раптом узрадувався, гэта каже для сестри білий бок. А Наталя що? Вона пропонувала скрасти. Видиш, ну вже ж! Так було. Коли Рашель Моисеевна сказала, что Колю выкидаете себе, Прохор Борисович сказал правильно. А коли Наташа сказала выкради, так и он так сам. Я мог только укусить меня. Хоть за пятку, а и укусить. Мне кажется, Пятеркин, и то что, детенка архиерея скрасти может. Шкодный собака этой Пятерки. Надзвичай паскудный раб, ни гонору, ни сумления. И такие жесткие, дерзкие. Ничего страшного. Дочки, нічого не зауважили у вам. Добре. Заміж
отвезешь. Наталье лист не показывай. Одразу напишешь, як Федор. Спитаєшся у докторов. Німецьку мову пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ну ось. При Федору зовсім дрянно. Остаешься до конца. Вовою все. А в этом после. Звел лёс меня з одним цудовным режиссером Валером Анисенко. Он поставил спектакль «Лифт», и этот спектакль у Москве, «Славянский венец», мы возили на фестиваль, показывали. И дякую ему великий, что он подаровал эту нам роль. И Раиса играла в этом спектакле, и я играли, и Наталья Лапка. И, конечно, это один тоже из чудовных моментов нашего життя, правда, Раиса? Складаний. Да, да. Один кавалочек невеличкий поглядим. Раз. Лифт. Спектакль «Лифта». Сенсі, Что я якби пужаю. ти не пужаєш. Я не пужаю, я могу. А ти машина. Я реально могу. Ведаю. Ось коли я набираю. Чё? Лифт старий, задихнемся. Нет, нет, ну кроме шуток. Что кроме шуток? Совсем не боитесь? Зусім не боюся. Чому? Да ненавидно тому, що хочу таких, як ти. Так вы училка? Нечто на кшталт того. Чому ми стали такими? Чому ми втратили сенс життя? Ми не вміємо любити. Ми не відчуваємо одно одного. Ми просто не любимо. Ну, и як я не учиться? По-разному. А ты это что, выросшую со мной светскую размову залезть? Ну а что, зачахлиться, что ли? Что? Зачахлиться? Ты позаткнуться. А можно зачахляться. Можно и не чахлиться. Ну что ты молчишь? Ты же хотел со мной поговорить? Да ничего бы я не хотел. Конечно, Юрочка, говори. конечно, про вечары романсов. Вось хочется сказать, вось не ведаю, кто з вас перший, так сказать, подал эту идею проведения Обедве. музычно-поэтичные вечары. Обедве. Вот давайте мы крыху про это поговорим, и можешь что-то Ну, так здарилося, что, знаете, как это, хочется выйти из привычного, это называется. И мы с Натальей Латкой, с артисткой театра и кино, зробили 5 цудовных проектов у театры, и они 2 на сегодняшний день идут. И мне очень приятно, что моя сябровочка сегодня, мои 2 сябровочки, но Наталья Латка пришла. Я хочу сказать несколько слов. Мы зробили 5 проектов, и вельми ганаримся, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, присвячений Великой Отчизной войны памяти, дар усім загинувшим і вижившим, які нас обороняли от фашизма, скажем так. Мы вельми ганаримся. Мы на живых письмах это зробили. Пошли в Краеведческий музей Витебский, знайшли переписку 2 улюбленных дівчини і хлопця. І на основі этих писем ми зробили вечір такий, спектакль-концерт. Потім ми придумали 2 романси у вечора, де ми з Юєю вдвоєм співаємо. Потім ми подумали, не хватає нам хлопця, треба ж когось їх любити. Ми взяли тоді нашого артиста молодого, який співає, ми зробили вечір на 3 романсовий. Шмат году театр шоу. Потім
Мы у Москве были с Максимом Богдановичем в белорусском посольстве выступали. И как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Вельми ганаримся, что поставили спектакль про Максима нашего Богдановича. Поэт, який прожив всього тільки 25 років. Ви розумієте, такий льос, тяжкий у його був, але скільки він зробив. І такий, казалось би, хлопчук написал: я хотел бы споткаться с вами на улице у тихую синюю ночь и сказать: вы бачите, гэтые буйные зорки, зорки Геркулеса, до яких несется наше солнце, а за солнцем наша земля. А кто мы такие? Мы только подорожные, только попутники сярод нябёсаў. На што ж на зямлі тады сваркі і звадкі, горыч і боль, калі мы ўсе разам нясемся да зор. Вот гэта Максим Богданович, і гэта пастаноўка не ганарицца. Я хочу зараз запросить Наталью Латку и Раису Грибович, своих сябровочек. Мы зараз для вас с великим задовольнением заспеваем нашу любимую белорусскую песню, романс, скажем так, «Зорки». Боже мой. Я разумею, что... Во-перше, Светлана, дозволь, мы тебе так само перепишем з этой вечериною и улучшим кветки. Бо, ну, каб'яни, кажуть, уже трапили в твои руки. Спасибо, мои сябровочки дорогие. Спасибо, девчатки. Спасибо. Спасибо, Раисочка. Спасибо. Вельми удобно, что есть такая нагода. Творчий вечер сегодня, Светлана. За здоровье. Мы для вас попробуем зараз. Треба горло промочить, снег в горле, да? Пробачь, отвергнемся. Я вам так скажу, сегодня зустрелись, что будет... Ирочка, иди туда, вот ты будешь чуть. Так. Ты будешь чуть. Вот ты будешь жить, да? Да, будешь чуть. Давай. Зараз это такий добрий експромт, скажем так. Improvisation number Improvisation. one. Ну, хочеться зробити нам пісню, яку ми вельми всі любимо. Ну так, а потроху було вчуватися. Буде вчуватися. Девочки, я думала сесть. Нет, не треба. Сейчас я пока спробую. Так, незвична гітара для мене, не моя домашня зараз. Ні. Може, акапелла? Ні, акапелла, зараз все буде. Ты можешь стульчик взять. Светлана, может нам стульчик взять? Все добре, все добре. Девочки, все добре, я буду співати прямо швидше. Тебе окружаем. Вот так не буде легко. Чекай, микрофон може не жить треба? Давай. Ні, так. Ні, так, у всіх. Так, все. Как я бачила. Зорки на небе у ночи, мы помеж соснами крошим, поглядя в очи, простые дороги. Поглядя в очи, простые дороги. Месяц спинився на вербах, чуєш, застила повітря. Ночь буде светлой, як почуття моє. Ночь буде светлой, як почуття моє. Не помилився тобі я,
поверь мне, толькі в цябе я, толькі в цябе я, так закахацца змог. Толькі в цябе я, толькі в цябе я, так закахацца змог. Як атрымалася. А коли гэты мужчына прачнецца, Конечно, много можно было сказать, але... Сёння до нас прыйшло шмат прыхільнікаў творчасці Святланы Миколаевны Жуковскай. Ну нічого, мы ўсё паспяваем. Шмат прыхільнікаў, былыя і цяперашнія калегі. Вот першае хочется даць слово Светлане Николаевне Дашкевич, у мінулым загадчыцы часткі тэатра і асістэнту рэжысёра французскай тэатра. Калі ласка, Светлана Николаевна. Прием ко мне стоять, но я не буду сидеть побольше, я хочу постоять разом с вами. Светочка, я постою. Я просто хочу вам усім сказать, что все тыя гады, которые працавала Святлана на сцене Коласаўскай, я была побач. І памятаю і яе рост, і яе всякие проблемы, якія ўзнікалі падчас творчай дзейнасці. І таму вось у гэтым расповедзе ёсць 87 назваў спектакляў, дзе Святлана працавала у розныя гады. І гэты расповед і атрымаўся як біяграфія твоя творчая. Вось я паспрабую зараз гэта прачытаць, і думаю, прыхільнікі твайго таленту гэта зразумеюць. Дакрануцца вуснамі да нябёсаў. Сон на кургане лекара мімаволі. Шчаслівае здарэнне прывяло Верачку ў стары дом, дзе патрабавальны гаспадар накіраваў яе ў дарогу да Чорнага царства, да 14 чырвоных хацінак, дзе на зямлі жылі ветрагоны з апошнімі сведкамі. Прывітанне, новы горад. Вот першая частка яе дзейнасці. І наяве часам такое бывае, што і ў сне не прысніш. У паядынку з чужым пад стрэл у тумане так хацелася крикнуць: «Вярніце бабулю!» Але мудрамер з дапамогай мандрагоры пачаў залёты пад пунцовымі ветразямі, таму што палюбіў. І паімчалі любоўнікі не з Каліфорніі, а з Віцебска па пунцовую кветачку. І ніякія бабскія плёткі не перашкодзілі блуднаму мужу і яго жонцы Варвары у купальскую ноч ды ў кошчаным доме зладзіць дацкую гісторыю пад маскоўскі хор. З гэтай нагоды падчас маскоўскіх канікулаў дамы і гусары накрылі жаночы стол у паляўнічай зале, куды запрасілі Деда Мороза і Санта-Клауса, Бармалёшу, які супраць Кашчэя, рэвізора, караля Ліра, доктара філасофіі, Блэза, Несцерку, Сыраежку, Жанну, Кацегарошка, Тузоў, здурнелага Журдэна, Аделаіду, Тараса з Парнаса, карацей, усіх аднакласнікаў, чытай супрацоўнікаў. Каварства і любоў, але кахаюць, спадзяюцца, чакаюць, бо і паміраючы дрэвы стаяць. Падчас вяселля був, толькі на 5-м дзясятку наравістую утаймавалі. Ён, яна, дзякуючы прыходам вандроўнага рыцара, які ў вераб'іную ноч запрасіў псіхааналітыка для псіхааналітыка, але з цяжкасцю дажыў да прэм'еры ў дыліжансе. А Тайбелі і яе дэман у ладдзі роспачы пад сонцам зладзілі памінальную малітву з нечаканай раднёй для Еўфрасіні Полацкай. Затое 8 закаханых жанчын яшчэ раз распавялі пра каханне пса з Белага вострава, а ваўкалак і шэрая шыйка пагадзіліся з папялушкай, што не варта спакушаць яе без нужды,
Бо коли уже заявил, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, и сказал, люблю и верить я готова, то заканчивай душевным разговором под осенний рок-н-ролл. Такое наше житье. Дорогая Светлана Николаевна, мы любим вас, верьте, вас обовязково поцелує світанок. А чума на наші дві сім'ї отойдет минулое и не перешкодит светлым намерам и наилепшим помкнениям. Мы еще будем с гонором казать «Я вольный» и Леониды обовязково вернуться на землю. Треба сподіватися і глядеть на сонце, як колись. Прихильники вашого таленту. 16 красовика, областная библиотека. Шмат творчих праектаў звязвае выдатную акрэсу Светлану Жуковскую і заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, акцёра і рэжысёра. Молоденькая жанчына, роковая жанчына, молодая бабуля, сталая бабуля і вершина гэтага ўсяго Баба Яга. Да гэта ще расці і расці. А гэтага трэба расці і расці. Той ж самы мужиков, я буду не перечислять, але скажу, наверсе леший. І вот калі знойдзецца такі таленавіты драматург, ці можа заказ які-небудзь зрабіць, каб вот сустрэліся лешы і Баба Яга, и между ими нечто отбылось, некий сюжет, но это был бы задоволение. Давайте напишем сами. Так что чекаем, вот, коли з'явится эта пьеса. Ну и поспеху дальнейших тобі. Ну, то, что там мы с ней працавали як с партнершей, як моя спроба режиссерская, я не буду про это казать. Просто вы бачили, это треба, вот вы убачили на картинке. Вельми приемно. Хочу только просто в конце два слова сказать. Вельми приємна партнерша, з якою приємно працювати на сцені. І другое, що вот коли працюєш з нею, спроба режисерська, вона такий податливий матеріал, вельми приємно, легко, вона восприймається, як собака на кості кидається. І апошнє, що треба зауважити у этой чудовій актрисі. Вона, коли виходить на сцену, вона молиться. Ну, я вам скажу, без любові на сцену нельзя виходити. А потім, коли ми йдемо до хати, всі артисти, я уверена у гэтым. Ну, я завсёды кажу, не зря день прожит, понимаете? Ну, не зря мы занимаемся этой профессией. Когда мы видим ваши глаза, вы уже уходите другими, особенно когда на камерной сцене. Мы же глазки ваши, сердца ваши чувствуем. И я вижу, когда вы уходите другие, я всегда иду, и не только до спектакля, после спектакля, перекрещиваюсь и говорю: Господи, спасибо, что ты даешь возможность мне выходить на сцену, а этим людям уже другими идти домой. Вот правда. Вот что такое театр? Это какое-то волшебство, какое-то чудо. Мы же знаем все секреты нашего театра. Але все ровно мы относимся до его, как до некого чуда. Театр – это чуд. Правда. Я хочу сказать вот про сегодняшний день. Сегодня Светлана Жуковская вельми плённа працуе на колостовской сцене. Сярод я апошніх работ назову некалькі только. Лилия Константиновна, «Пёс Белого острова» Алексея Дудова, «Кабета», «Дети версты» Артема Козюханова поводле Якуба Колоса, «Доктор», «Выбор» Алексея Дудова, «Кабета», «Звёздки Лясины» Сотникова Василя Быкова, «Мачеха с Попелушки» и «Рамонок из Белоснежки» Семенового «Водказки», «Пани Дендальска» с «Дамою Гусару» Александра Фрелю, «Капа Гушина», «Кара Титикара» Теодорин «Пароход» спектакль, «Мать жениха» с «Веселье Був» Бертольда Брехта, «Вида жонка Танасень из «Нечакайно родни», Татьяна Стытановой «Ведьмы» Улада Ольховской, «Паша Великая», «Зимы не будет» Виктора Альшанского. Ну, напевно, фотоздымки этого прошли уже на экране, так я отсюда не бачу. Напевно, прошли.
Хочется особенно вот вспомнить на спектакле «Дети вёрсты». И тут будет питание мне до Светланы. «Дети вёрсты» довольно складаны. Бо ён кампазіцыйна злучае розныя фрагменты двух твораў Якуба Коласа. І ў гэтым даволі эксперыментальным спектаклі, чаму спрыяў і актыўны ўдзел ім моладзі. Это тут была і малады рэжысёр, і маладыя калегі. Як ты пачуваеш сябе ў адносінах найперш творча з гэтым узростам? Тут яшчэ хочу дадаць, што Светлана Мікалаевна на працягу некалькіх год была куратарам навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага каледжа культурмастацтва, які у нас праходзіць пастаянна практыку. Ого, задал питание, так коротенько. Ну, по-перше, хочу сказать, что это был курс нашего мастацкого керівника Константина Игоревича Гончарова. Вот, и про «Дети вёрсты». Ну, а что? Вы разумеете, что такое артист? И он дается новый материал. И вельмі скрупулезно починається вучоба наша над гэтым материалом. З гэтымі артыстамі, якія побач з табой. Это пошукі, гэта разважанні, гэта назіранні. Наша профессия – это назіранні. Увесь час, 24 часа в сутки мы працуем. Поверьте, так хочется порой отпочить. Але думаешь, не, отпочну, и я уже 10 там. Нет, мы працуем, назіранні. Мы назираем за образами. Я, например, вот этот образ, худенько скажу, брала от своей бабули, по батьковой линии. Бабушка Ирина у меня. Бабушка Аня, это вот жонка была, вот, дядули по линии матери, там культ семьи был, религиозная семья, дедушка Регин там был. Это одно. Бабушка Аня, якая Ирина Родионовна вырастила меня, якая... Это совсем другая история, и она меня научила полету, любови и всему. А бабушка Ирина была земная женщина. И я столько было земной мудрости, и я взяла и ее походку, и ее думки, як она стояла, думала, як она отказывала. И разом с тем бабушку Аню, якая наполняла вот этим вот нутром, сердцем, назираннем. Мы все в свою копилочку. И нечто от мать я взяла. А с партнерами, поверьте мне, это мое правило. Мое життєве правило. Улюбляться у партнеров, які дадені на гэты момент, і улюбляться у режиссера, які ставить спектакль на гэты момент. Може, в житті у нас і не буде таких відносин з тим же режисером, наприклад, і з артистами. А на момент спектакля я улюбляюся у кожного і знаходжу у кожного добре, світле, хороше, откидываю все непотребне. Вообще треба все вкидывать у копилочку только потребное, а не потребно выкидывать. Тому з задовольненням з кожним працювала. Ну як можна не працювати, наприклад, називаю, наприклад, того же Женя Бересня, чудовний артист, вельми чудовний, Уляна Атясова, чудовная Света Суходолова, Геннадий Гайдук, Тимур Жусупов и, пробачьте, Роман, Ромочка, як ми... Волод. Рома Волод. А это композитор з нами, значит, на одним спектаклях был, по-моему, это в Москве, коли мы были, и он был, показывали ему посольство, его недавно зусім. Разумеете, треба, великое счастье, мы настолько стоим, насколько мы отчуваем людей. Я обучуся отчувать людей вельми глубоко. И не робить одразу, як это, выники про человека. Мы все люди, мы все нормальные. И с помылками, и со взлетами, и с падениями, со всем. Вот. Сцена, и она облагораживает, по-русски скажу. Она помогает нам жить. Даже если партнер сегодня, хворее, а повинен выйти на сцену. И он выходит на сцену, и он не болеет. Я вам скажу, была такая артистка, вы ведаете, с Малого театра Гоголева, ей было 95 год. И она сидела уже у кресле таким инвалидным. А ее выход, и она вставала, бегла на сцену, отыгрывала. Потом за кулисы, говорят, падала, ее ловили и опять в кресло. Сцена лечит. Поэтому я люблю партнеров. Вот кого бы мне не дали, я люблю партнеров. В этом я себя научила. Я в этом себе научила.
Так што, а дзеці вёрсты гэта жанчына, якая шукае сваіх дзяцей, якія разляцеліся па ўсім свеце. Больно, болюча, а хоча сабраць іх назад. А дзеці разляцеліся. А ў фінале яна гаворыць: а хто я такая? Каб ругаць дзяцей за іх палёты. Яны птушкі, як пуслікі, нарадзіліся і адляцелі. Може, так Богу потрібно? А? Може, так Богу потрібно. Разумееце, це вельмі такий спектакль, я б сказала, про кожны лёс, про кожны, не тільки про жанчыну. Тут і лёс даглядчика, філософ, які рельсы оборваныя, оббитые, все оборваны, а он кожен день ходить їх лічить, считає і думає: вот так треба, это в житті так треба. Ходить і считає, вот ходить і считає. Тут кабета топчется, тут доглядчик. И они один бурчать один на одного и бурчать и бурчать. Один без одного не могут. Вот так уже идти. Так что вот эти дети версты. С великим задовольнением и я, и Раиса играем эту роль, так само кабету. Мы с задовольнением играем эту лёс жанчыны. Тяжкий лёс, але ён, я вам скажу, что у конце все-таки есть надежда, что дети вернутся. Урок спектакля «Дети вёрст». А помнишь, как ты был маленький, ты упал, и упал, разбил коленки. И ты у тебя такие маленькие шрам. Вася, это твоя мать? Сидять мені сарай! Я тобі кажу. І ті чоплесі до податок, я не тобі полі дадуть. Ось у мене копеечна є. І йди з Богом. Пошли. 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 Я перший раз її бачу, я просто забачу. Вася! Иди, старая! Андрюха, ты, Вася! Подлюха. Второй. Сярод узнагарод актрисы нагрудны знак Міністерства культуры за ўклад у развіццё культуры Беларусі, прыз Беларускага саюза тэатральных дзеячаў, Каштальная зорка, падзяка міністру культуры Рэспублікі Беларусь. Цяпер мы дадзім слово мастацкаму кіраўніку
Колосовского театра Константин Игоревич Гончар. Я коротко, я на самом деле коротко. Я когда шел сюда, думал, ну вот что нового можно сказать про Светлану Николаевну. Я же был уверен, что все про любовь, про то, как мы ее ценим и любим, все скажут до меня. Но так и получилось. Поэтому, чтобы не повторяться, за меня будут говорить факт. Один факт. Я тут вспомнил, что сейчас на данный момент у меня 5 постановок в нашем театре любимом. И во всех 5 играет Светлана Николаевна. Это значит, что вы мне доверяете. А это просто сразу обо всем говорим. Да, дякую вам. Спасибо вам, Светлана Николаевна. Мы можем поглядеть кавалочек невеликий со спектакля «Кара Титикара». Дурень прохода. Это как раз постановка Константина Игоревича. Светлана Николаевна играет роль Капы Гущиной. Дорогие, я хочу уже на завершение нашей программы все-таки прочитать один из своих любимых вершов. Мы с Натальей, когда робили вечеры романсов, я его читала, этот верш. Я вельми люблю поэзию Серебряного века. І гэта паэтэса, якую я зараз прачытаю вершык, яна стаяла на адным узроўні з Марінай Цветаевай, з Аннай Ахматовай, з Барысам Пастернакам і гэтак далей. Яны лічылі яе на адным узроўні са самімі сабой. Разумееце, это Марія Петровых. Зараз я прочитаю. Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты помнишь о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улочкам узким, и нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедны и жалки, но вспомни, что даже на мусорной свалке жестянки и склянки, казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, и встретимся мы в переулке гранатном.
друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще дышим, пока еще слышим, пока еще видим. И я сквозь рыдания тебя заклинаю, назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле. Назначь мне свидание хотя бы на мгновенье, на площади людной, под бурей осенней, хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у твоих синих глаз. Браво! Да, и час подмежевывая, я хочу и подяковать вас за то, что вы все сегодня со мной, с театром и Куба Голоса. Я думаю, 100 год. Ну и что 100 год? Будет и 200. Придут інші, будут играть нас, колести, памятаете Чехова, нас на земле. Вот. Но на мое, как бы на это свидание пришла та самая моя знакомая. Я не могу ни сказать, ни запросить ее сюда. Это Светлана Геннадьевна Потенкова. Она витебский режиссер, певица, выкладчица театральных дисциплин. Пришла со своими ученями нас повышивать театр. Мне очень приятно, что мы все встретились. Здесь вижу очень много знакомых лиц. Я помню Светлану с Сыроежки. Маленького маслячка. Не муши, чавушики, гучака, мужу не шукай, не вырашли! Маслячок. Потом я видела ее в разных спектаклях, и мне очень понравилось, я делала сюжет о их вечере романсов, где вот они вместе с Натальей пели, и таким образом я еще лучше увидела, какая она. Но я хочу сказать сегодня, что вот она преподает, там, она учит, она своим примером вдохновляет. И мне очень приятно, что на конкурсах, которые проходят здесь, в том числе в стенах нашей вот областной библиотеки, и в частности, например, по православной тематике, о Великой Отечественной войне мои ученики читали стихи, и она всегда, вы понимаете, такая непосредственная, такая счастливая, она говорит: какие дети! А дети, когда видят, что она о них так говорит, они просто растут, расцветают. И вот сегодня я пришла не одна, я пришла с 3 детьми, которые мечтают, ну и, в общем, уже появляются на сцене. Один уже более опытный артист, вторая такая будет поступать еще, ну, как бы тоже, да? Вот. Ну, а третья вы увидите сами. Итак, Давайте поаплодируем. вот один еще, второй, Один достаточно. Раз. Раз, два, три. Будем. Давайте еще поаплодируем. Мне больше всего нравится у Светланы блеск ее глаз и как она улыбается. Поэтому урок наш состоит из того, что заставит всех нас еще раз улыбнуться. Итак, наши артисты. Я дарю вам солнечный свет и улыбки своей теплый луч. Если грустно станет друзьям, всех друзей я избавлю от туч. Ши
Развалится счастье, поделим на части и раздайся друзьям. Это просто. А когда будет нами, все друзья будут рядом, чтоб включить или солнце, или звезды. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Где друзья, а для них друзей нет выходных. Где друзья, а для них друзей нет выходных. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. У друзей нет выходных. Как хорошо, что есть театр. Он был и будет с нами вечно. Всегда готовы утверждать все, что на свете человечно. Здесь все прекрасно. Жесты, маски, костюмы, музыка, игра. Здесь оживают наши сказки. И с ними вместе светлый мир добра. Помню с детинства батьківський наказ, мной зрозумілий з годами. Добрих людей, син, усюди шукай, кепські знайдуться самі. Добрих людей, син, усюди шукай, кепські знайдуться самі. Добрі люди тут і далеко, добрі люди, з вами так легко, з вами так світло, в святою будень. Дякую за это, добрые люди. Столько дорог довелося пройти, их подарила мне доля. Розных людей зустракав у житті, добрих усё-таки болей. Розных людей зустракав у житті, добрих усё-таки болей. Добрые люди тут недалеко, добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, в святою будень. Дякую за это, добрые люди. Кожной пылинкой и чистой росой свет захоплять тебе будет. Только тады, коли помощь с тобой, добрые, добрые люди. Только тады, коли помощь с тобой, добрые.
добрые люди. Добрые люди, недалека, добрые люди. С вами так легко, с вами так светло, святою день. Дякую за это, добрые люди. Добрые люди, тут недалека, добрые люди. С вами так легко, с вами так светло, святою день. Дякую за это, добрые люди. Дякую. Молодцы, браво! Я просто хотела сказать, что мы с ней обе дачницы еще обмениваемся фотками. Так вот, эти цветы мы специально тебе вырастила, Арина. Ой, какая Итак, я хочу просто тебя еще раз поздоровать. Копешка Арина, Чмиркова Милана и Мартынов Дмитрий. Я хочу еще запросить на эту сцену мой сябр Зорши, священник Свято-Успенского женочего монастыря, город Орша, отец Александр. Дякую вам велике, что приехали. А я еще понять, я же волнуюсь. Короче, я все понимаю, почему я вышел последним. Наверное, все это была раскрутка, теперь разгорев, теперь поп-звезда вышла, да? Все не так просто, не так все бессмысленно. Ведь это светлые сейчас пасхальные дни. Христос воскресе! Воистину воскресе! И поэтому я, конечно, преклоняюсь перед театром. Сам когда-то играл в молодежных и народных театрах, дружу там с артистами. Ну вот у нас больше нет постоянно театра, но приходится вот так вот сделать. Поэтому с Светланой Николаевной мы знакомы совсем немного, год 23-й, по-моему. Я расскажу, мы познакомились с вами, было 12 месяцев, казочка, постановка. И после казочки Оля Кущина, наша поклонница театра Кубакоса, познакомила меня с отцом Александром после казочки. Ну, и, конечно, по старости лета, седина в бороду, лира в ребро, я начал заниматься поэзией. Вот, где-то в году 2016, хотя я не старик еще, поэтому я хочу подарить свой сборник лирических произведений в память о нашей этой встрече. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну и главное, чтобы тебя не устали самое. Радости печальная называется. Дякую. И с одной истории с этой книги хочу прочитать. «Город белой мечты». А при ранней заре ты меня разбуди, синева в вышине, душу мне взбереди. За минулые дни благодарность несу, засверкали огни, обнажая красу. Обнимаю зарю, нежно выпью росу. Пусть не то я творю, я тебя увезу в заповедный чертог. Чувства бьют через край. Отыщу, дай мне срок, наш потерянный рай. Заповедный чертог я тебе покажу. Только ты согласись, умоляю, прошу. Вырос лес до небес, там, где царствует тишь. Придут волны чудес. Пожелай только лишь. Посредине лесов город света возник. Врата на засов, чтоб чужой не проник. Город белой мечты, зло туда не войдет. Как же надо черты,
все без них пропадет. А в листах тех зверье по-людски говорит. Там река еще всех любовью поит. Город белой мечты, он по форме квадрат. Нет войны и беды. Каждый счастлив и рад. Там не знают давно, что есть горе и тлен. Мы достигнем его, не удержит нас плен. В унисон бьют сердца, новый мир Бог творит. Там живут без конца, всякий там знаменит. Город белой мечты. Что встревожился я? Вдруг откажешь мне ты, не твоя, не твоя. Разгадай притчу ты, это вовсе не блажь. Город белой мечты. Без себя все мираж. Город белой мечты. Одиноких там нет. У святых алтарей принесем свой обет. Город белой мечты для блаженных завет. И идет от него нескончаемый свет. Христос воскресе! Я знаю, что она пришла поздравить и театр наш, и меня тоже в одной гримерке дружим. Спасибо, Галочка Букатина. Да, 100 лет нашему прекрасному театру. Здание большое, красивое. Знаете, в каждом театре самое главное место – это сцена, это святая святых, где происходит чудо, название которого театр. Чтобы это чудо происходило, актеру уже надо где-то собраться, подготовиться. И я думаю, что в какой-то степени сакральное место для актера – это его гримерка, где он гримируется, переодевается, где собирается. И с этим ощущением наполненности выходит к вам, к зрителю. Я готова тебе признаться в любви. Да ты что? Мне несказанно повезло. Господи, потому что это наша 311-я. Да. Мы делим ее со Светланой Николаевной. И Наталья, когда И есть. Господи, ребята. Вы знаете, она у нас необыкновенная, наша гримерка. Там очень много портретов. За разные периоды нашей творческой жизни. Много каких-то адресов, фотографий по каким-то важным событиям. И если нам грустно, мы можем посмотреть на наши стены и улыбаться. Вообще в театре работники говорят, что у вас же не гримерка, у вас же музей. У нас просто музей. У нас была в нашей гримерке заслуженная артистка России Оксана Сташенко. Она тоже, когда вошла в эту гримерку, говорит: девочки, куда я попала? И пока не рассмотрела все, мы ей все рассказали, только потом ушла. Так что, когда будете в театре, обязательно скажите: освободите нас. 311-ю гримерку. Нет, там история театра. Мы, знаете, афишки, реклама, все, что связано с театром. И с нами, конечно. Это нас питает, это нас вдохновляет. Это, вы знаете, это так важно, когда вообще это наш дом. Наш дом. Потому что очень много времени мы проводим именно в гримерках. И как важно, когда там такая атмосфера уюта, дома. И когда тебе плохо, ты всегда можешь прийти, поделиться, тебя услышат. И когда тебе хорошо, ты можешь поделиться своей радостью. А еще у нас есть зеркало, старинное волшебное зеркало. Вы знаете, оно хранит столько тайн, столько секретов. И вчера открываю дверь в гримерку. Море цветов, я знаю. А там райский сад. А я скажу, почему море цветов. Потому что мы с Грушевым, Вячеславом Грушевым играли рок-н-ролл. Нас просто вчера забросали, задарили цветами. И мы давным-давно, все жители нашей 311 приняли решение, что все цветы, которые дарит нам зритель, мы оставляем в нашей гримерке. Мы не носим Поэтому домой, у нас гримерка. всегда там райский сад. И удивительная атмосфера творчества.
Девочки, дорогая моя, спасибо, что мы живем в этой гримерке. Ура! 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 Какое признание. Ребятушки, вот стоит, спасибо, Галочка, вот спасибо, призналась мне в любви. Боже, как, все, я сегодня точно, как моя мама когда-то, я домой полечу как птица. Я вам честно говорю. Сегодня вот стоит у стенки Леночка Бабарика, мне близкий человек. Я так само хочу сказать про ее семью. И вообще я люблю мастаков. Город Мастаков. Мы зря только приехали у Витебск, мы куда одразу пошли театр и мастаки. Мы ведали и ведаем всех наших мастаков. У меня картины висят, у меня ничего на стенах нема, только картины моих любимых мастаков. И картины моего любимого Кузнецова, Феликса Михайловича. Я, как это, член семьи, хотела сказать. Вот, я сябрую, моя Максимовна, когда была Бабарика, детская дитячая письменница, Феликс Михайлович Мастак и Леночка Бабарика. Она протягивает, я вам скажу, династию интеллигентнейшей семьи города Витебска. И она зараз пишет цудовнейшие казки для детей. Но послухайте, я была на ее презентации, я послухала, так яны сказка для меня, у ее башмачок оживали. Философски, нечто рассуждая, перекидывая свою думку у другой, допустим, у клеточку. И она придумывает такие истории, кожному з нас треба это послухать. Леночка, я знаешь, про что хочу сказать? Тебе дякую великий. Я зараз виконую ту песню, яку ти сьогодні не чекала. Яна ж мене, авантюрное было решение. Яна запросила меня поехать в Зеленую гору, так, поехали на фестиваль, Светлана, танцующие эвредики памяти Герман. Я что там буду делать? Ну, будешь петь польские песни. Ну, одну польскую я выучила «Нех же баль», и другая «А он мне нравится». И что вы думаете? Мы съездили в Польшу. Я встретилась с знаменитым режиссером польским Корч, Алиция Маевская, ведомая польская спевачка. Я побыла у ее дома с Леной и Сашенькой, ее дочкой. И потом выступила на фестивале, и за удяку выступлений яны подаровали мне, я очень люблю девочку, спасибо. Опять новый сборник. Спасибо, родная моя, спасибо. Спасибо. Умнейший человек, она очень любит театр. Это вот, знаете, когда умный зритель, я бы сказала. И зараз на заканчение, что я хочу сказать. Дорогие, дороженькие, пока есть махчимость, усміхаємося, живем у эту хвилину, у это імгнення. Не думаем, что завтра, оно будет завтра, сегодня, зараз. Не дай Бог, не при нас сказанное, на подкне, ну, прийде эта смерть, и уже ничего тогда не зробишь. А покуль она не пришла, дякую Богу, давайте веселиться. Ось эту песню я спевала у Польши, и я зараз ее хочу заспевать для всех нас. Пока есть возможность, ходите на балы, улыбайтесь, влюбляйтесь, берегите себя и своих близких. Там кавалера бибол, манна, хосанна, рожанец и жанец, яста и баста и стоп. Пальто найдуши на яке нас прошу, играем на бісхуті жаль. Занім він серця упаду, що глошем на баль, марша на баль. Жалеючи аорти, ядини на корти, работати в ринках сипаль. М'яста не чує, міяючи, як порти, божичі до баль. Буфет, як буфет, і заопакшоний, залежить тучі, где ж там. Танчику біжиш, і смейся до жони, і пій, здоров'я дам. Буду жить, то баль есть над балем.
то шиче заходу есть партия. Хлопоработники, бог же ходник, з ними губи дуже симпає. Види свого мама, і тата, і шотка, і руша, вируша, давай. Суха кастуха, да віс викидайло, пилончином прочного дня. Хай мі венсячки обленду, як байран пораз, мами бар. Так, вот так. На 6-й спектакль. Дорогенькие, я хочу сказать, приходите в театр. Это не самое горшее место на земле. Послушайте, там есть один сидит хлопец, судовный, Степа, Степан, Вероники Блажкевич, муж Блажкевич, Степа, артист театра кукол, пришел меня повешивать. Дякую. Усім великий дякую, люди добрые. Живите у любові, тільки любов. Так, давайте. І хто хоче сфотографуватися? Давайте. Я с вами. Нет, сфотографируем. Сейчас останови, пожалуйста. Права секретарская Ещенковая, вельми добрая, знакомая. Валентина Кузьмина, Сябровка моя, мы уже 35. Бабка ягодка опять. Вы понимаете, где она только появляется, все оживляет. Оживляется все, и природа, и люди, все на свете. Творчий человек, несущая свет. Вот я говорю, женщина, несущая свет. Спасибо. Так как сейчас Седмица святая, в вашей творческой семье пасхальные гостинцы. Спасибо огромное. Это цветы в знак уважения, почтения к твоему таланту, моя дорогая. Спасибо. Светлану, да, знаю больше 30 лет. Нас познакомил очень известный гитарист Валерий. Валерий, да. Да не надо, наверное. Нет, все-таки буду чувак. Нет, хорошо. Нет, не надо. Я написала речь, потому что волновалась. И думаю, вдруг что-то не скажу. Ну, во-первых, буду подсматривать. Хочу поздравить в первую очередь себя, как творческого человека и труженика. Ты служишь в театре столько лет, с юбилеем театра. Всегда, когда приходишь на спектакль, понимаете, настолько заряжаешься обстановкой, атмосферой вот этого творческого, такого вот, понимаете, ну, даже трудно это высказать. Энергии творческой. Заряжаешься. И если играет логика, то приходишь домой вообще, уже лежишь и подпрыгиваешь на кровати от переполнения эмоций. Потому что невозможно. Светлану знаю давно. Светлана не зря названа Светланой, потому что она несет свет. На самом деле, светлый человек, которого я обожаю, она искренняя, с ней очень легко дружить. С ней очень интересно общаться. Когда я провожу дома рождественские встречи, всегда, если не задействована на сцене,
Светлана и Раиса Грибович, они всегда за столом на моих рождественских встречах. И там и юмор, там и гитара, там и переодевание, и кальян, и цыгане, и все, что хочешь, мы придумываем и поем, а потом бредем по пустырю где-нибудь. Ну, Не в общем, рассказывайте это сестре. самые лучшие воспоминания из жизни. А самое главное, в творчестве Светланы, это то, что она умеет сподвигнуть и зажечь молодых артистов на какие-то невероятные новые проекты, постановки, современные, какие-то создавать вечера просто по своему масштабу и по какой-то новизне, необыкновенные. Она не боится за это взяться. И за ней тянутся, идут молодые артисты нашего театра. Просто они взрощены тобой. Ну, не только мной. Сегодня мы чествуем, сегодня твой вечер, поэтому не только, да. Спасибо. Вот поэтому понимаете, вообще люди театра, артисты, это творческие люди, которые нам дают духовную пищу, без которой мы не можем просто обходиться. И если есть такие люди, то наша душа не зачерствеет, и плесень там не заведется, потому что будоражит кровь вот это творчество. Приходишь на спектакль, потом еще длительное время переживаешь эти эмоции, вспоминаешь, продумываешь, даже проговариваешь что-то, потому что этим спектаклем еще, хорошо поставленным и сыгранным, долго живешь. Эти эмоции переполняют, невозможно их удержать, и невозможно, это просто так, пришел, посмотрел и забыл. Нет, так никогда не бывает, всегда море впечатлений остается. Поэтому хочу сказать, желаю артистам всем нашего театра отменного здоровья, творческого горения, неугасаемой энергии в своем деле, благодарных зрителей, оваций. Пусть муза вашего театра, ваша Мельпомена всегда вас вдохновляет на вашей сцене, а чтобы зрительный зал всегда был полон благодарными зрителями и овациями. Мы живем этим. Творите, блистайте, зажигайте. Спасибо. Люблю тебя, обожаю. Спасибо. Товарищи, самая большая зарплата у артиста – это аплодисменты зрителей. А когда они исполняют с Натальей Аладко романсы, это без слез никогда невозможно обойтись. Настолько душу выворачивает вот это их исполнение. Раиса Грибович всегда просто без юмора ни одного слова. Это человек, который вот это вот юмор этот вселяет, без которого просто ни один человек жить не может. Обожаю тебя, люблю. И думаю, мы должны собраться еще попеть романсы. Друзья мои, Спасибо. Вадечка, я много знакомых. Лариса Константиновна, идите, я вас подниму. Аменская Лариса Константиновна, наш человек театра. Поэтому я вас очень люблю. На десерт, честно говоря, чтобы немножечко тоже Спасибо вам огромное, что вот вы есть пришли. люди, рядом с которым всегда себя чувствуешь уютно, комфортно, потому что ощущаешь ту любовь, любовь вот этого добрейшего, талантливейшего человека. Поэтому много говорить не буду, так много добрых слов сказано. Но, наверное, не случайно все-таки именно в эту пасхальную неделю вы нам подарили вот такой вот творческий вечер. Вечер радости, любви и таланта. Поэтому, да, Святой Отец благословил. Светлана, дорогая моя Николаевна. Поэтому только движение вперед, сохранение этих харизмы, потрясающей харизмы женской актрисы. И просто действительно невольно вспомнила, что если зажигаются звезды, то это кому-то надо. А как много этого надо. И театру, и городу, и стране, и семье, и друзьям. Поэтому зажигайте, творите, любите. Есть. И движение вперед. Друзья мои, попробуй уйти. Сейчас я быстро, вместе. Я хочу, чтобы мы вместе этот вечер, вместе. Один куплет хотя бы вместе поем. Вы эту песню все знаете. Все-таки я хочу его сделать. Сейчас командовать. Нет.
Поем все вместе. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихий печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Идемте. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Спасибо всем, люди добрые. Ура! Да здравствует театр! Спасибо! 2, 3. У меня снято. Подожди, пожалуйста, не расходимся на мой. Пожалуйста. И вот еще на Хорошо. Внимание, приготовились. Так. На счет 3 особая улыбка. 1. Почекайте, ага. 2, 3. 2 раза